Сегодня на подстанции «Мая» мы рассмотрели вопросы подготовки к отопительному сезону и наших энергетических компаний, и предприятий ЖКХ. Вопрос крайне серьезный, потому что мы такая республика, что без подготовки хорошей к отопительному сезону, к зимнему периоду и в энергетиках, конечно, у нас никакой нормальной жизнедеятельности обеспечено быть не может. Вопрос реально стоит о жизни людей. Уже завтра у нас отопительный сезон в республике стартует в самом таком нашем уже арктическом районе, далеком Валайхе. Вот, и потом уже через некоторое время уже вся республика вступит в отопительный сезон. Процессы идут неплохо, в целом по графику есть определенное отставание у предприятий города, но уверен, что город Якутск тоже справится с задачами и в графике войдут по подготовке к отопительному сезону. Серьезнейший вопрос, который у нас возникал этой зимой, это большие аварии на подстанции «Мая», подстанции «Томот», на сетях высокого напряжения 220 киловольт, 110 киловольт, которые, конечно же, сразу же сказывались на жизни многих наших районов, городских округов, и реально десятки тысяч людей испытывали на себе все прелести, когда вот внезапно уходит электричество в самые большие лютые морозы. Был проведен очень серьезный анализ причин, приведших к многочисленным этим авариям, крупным авариям. Я неоднократно и встречался, разговаривал с руководством ФСК, Единой энергосистемы России, с Рюминым, и вот ряд совещаний был проведен. Поддержана была идея о как раз неправильном проведении в свое время проектных работ, которые не учли природно-климатические условия как раз центральной Якутии. Были разработаны правильные инженерные решения, и сейчас ФСК реализует на территории подстанции «Томот», подстанции «Мая» ремонтные работы общей стоимостью почти 2 миллиарда рублей. Все работы идут по графику, решения, на мой взгляд, абсолютно все приняты правильные, и реализация всего этого комплекса мероприятий позволит нам уже забыть о тех авариях, которые были, и, по крайней мере, от этих причин точно аварий у нас уже больше не было. Ну и, конечно же, вот это проведение вот такого комплекса работ, конечно, вообще в целом повысит очень серьезно надежность энергосистемы нашей республики. Также доложились и Якутскэнерго, Сахаэнерго по снижению уже аварийности на своих объектах. Там тоже большая работа проводится. И главная задача, которая стоит перед нашими энергетическими компаниями республиканскими, это чтобы совместно со своей головной компанией Росгидро они тоже приняли меры для того, чтобы вот рост аварийности, который у них наблюдается последние годы, он тоже был остановлен, как на сетях, в первую очередь, низкого напряжения. Ну и, конечно, особый вопрос, я дал задание, тоже поручил, чтобы по дальнейшей эксплуатации ГРЭС, якутской строительству новой ГРЭС, правильному перепроектированию с учетом вот импортозамещения, тоже работы все были проведены как можно более короткие сроки. И правительство республики, куратор энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Садовников получил соответствующие все поручения.